Для того, чтобы объединить строки в одну, у нас есть несколько способов. Давайте попробуем для начала самый простой. Пишу равно, указываю первую строку, далее через амперсанд добавляю следующую строку и через еще один амперсанд третью строку. После того, как мы нажимаем на ввод, у нас получается результат объединения этих трех ячеек. То же самое можно проделать и с добавлением пробелов. В Google таблицах есть функция «Сцепить», она позволяет объединить строки и работает она по похожему принципу. Пишу равно «Сцепить», открываю скобку и далее через точку с запятой указываю те ячейки, которые планирую объединять. Закрываю скобку, нажимаю на «Ввод». Если необходимо добавить пробелы, то их нужно указывать отдельными аргументами этой функции. Помимо отдельных ячеек, функция «Сцепить» может принять в себя и сразу целый диапазон данных. Следующая функция Join, она позволяет упростить процесс добавления пробелов между данными. Давайте ее напишем. Пишу равно Join, открываю скобку. Первый аргумент у данной функции это разделитель, который мы хотим указывать между различными добавляемыми нами строками. В нашем случае это пробел, его необходимо указать в кавычках. Далее ставим точку с запятой и добавляем те аргументы, которые необходимо объединить между собой. Как видим, в результат пробелы добавились автоматически. Теперь они есть между всеми элементами, которые мы объединяли. Функция join также сработает и в случае с добавлением сразу массива данных. И также хочу обратить внимание, что аргумент под номером 1 разделитель это не обязательный аргумент данной функции, и его можно не указывать. В этом случае функция будет выглядеть вот так. Ставим точку с запятой. Перед ней мы должны были указать разделитель, но мы его решили не указывать. А для того, чтобы дать функции понять, что мы переходим к следующему аргументу, ставим точку с запятой. А далее указываем отдельные строки или сразу диапазон данных. При таком написании функции join никакой разделитель добавляться не будет, и результат будет аналогичен функции сцепить. Функция split позволяет проделать обратное, разделить ячейку на несколько ячеек. Иногда при выгрузке данных из различных программ мы можем получить их вот в таком виде. В качестве разделителя здесь может стоять точка с запятой, слэш или что-то еще. Давайте разделим эти данные. Пишу равно split. В качестве первого аргумента мы указываем ту строку, которую планируем разделять. В нашем случае это ссылка на ячейку. Точка с запятой, а в качестве второго аргумента мы должны указать разделитель, по которому таблица будет делить нашу ячейку. В нашем случае это точка с запятой, ее нужно прописать в кавычках. Все последующие аргументы являются необязательными, мы их указывать сейчас не будем. Закрываю скобку, нажимаю на ввод, и мы получаем результат. Обратите внимание, что для результата нам потребовались сразу три ячейки, и в том случае, если бы у нас вот здесь стояли какие-то данные, то мы бы увидели ошибку, так как результат выведен быть не может. Давайте очистим мешающую ячейку и снова отобразим результат. Протяну функцию вниз для того, чтобы распространить ее на остальные ячейки.